Финальной нотой открывают масштабный экомарафон «Чистые берега». Он проходит в рамках ежегодной всероссийской акции «Вода России». В этот раз Большой Субботник собрал на берегах реки Асса около 5000 активистов, в том числе и почетных гостей. С приветственным словом к участникам экоакции обратился председатель правительства региона Владимир Сластенин и председатель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова. Разрешите по поручению главы республики Калиматова Махмуда Алима Шариповича выразить вам самые искренние слова благодарности за ту работу, которую вы делаете, за то, что мы вместе делаем чище нашу республику. Вы знаете, какая у нас проблема всегда существует летом с водой. И от того, как мы сегодня поработаем, будут чисты наши берега, наши помыслы и наши действия. Спасибо вам большое. Хочется большое спасибо сказать нашим гостям, Министерству нашего природопользования. Мы, по-моему, сегодня уже за это лето 4-й раз встречаемся. Поэтому еще раз спасибо и за работу. За всю работу, которую делаете вы, экологические волонтеры, участники акции, совместно с региональными властями. Я очень благодарна и спасибо вам большое за участие, за то, что ваша армия с каждым годом все набирает обороты, увеличивается. И я желаю вам не сдавать позиции, а на долгие годы развиваться, расширяться, привлекать внимание и улучшать свое экологическое состояние ваших водных объектов. Спасибо большое. Церемония открытия экомарафона плавно переходит к сегодняшней главной миссии. Участники субботника, вооружившись перчатками и мешками, отправляются на расчистку территории. В первых рядах актриса и телеведущая, известная по ролям в шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, которая также является активной защитницей природы. Девушка принимает участие в различных экологических акциях по стране. Своим примером Юлия Михалкова старается мотивировать подрастающее поколение, беречь окружающую среду. Хоть уберем и небольшой участок, но покажем пример молодым ребятам, как нужно относиться, бережно нужно относиться к природе, уважать ее, любить. Да просто кажется, что можно бросишь один раз бумажку и все, ничего не будет. А на самом деле этих бумажек тысячи. Вот. Вместе с другими участниками акции за уборку взялся и Владимир Сластенин. Руководитель Кабмина отметил положительную динамику, которая наблюдается в регионе в сфере экологии. Министерство природы во главе с нашим новым молодым и очень активным министром уделяет этому много внимания. Я только назову 2 цифры. На сегодняшний день одобрено Министерством природных ресурсов России, нам выделяется 1 200 000 000 рублей на рекультивацию земель в городе Малгобек. Это очень большая победа. Нам также выделяются денежные средства на рекультивацию свалки Карабулак. Поэтому хорошо, что мы поворачиваемся к этому. Республика Ингушетия уже несколько лет является активным участником всероссийской акции «Вода России», реализуемой в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». В прошлом году именно Ингушетия возглавила рейтинг регионов, который ежегодно рассчитывается по итогам акции. В этом году в Ингушетии акция «Вода России» впервые проводится с учетом раздельного сбора мусора. На очищаемой территории установлены специальные контейнеры, куда эко-волонтеры могут складывать мусор согласно фракциям. Это бумага, стекло, пластик и металл. Отсортированный сегодня мусор будет передан на переработку в соответствующий пункт приема. Впрочем, это далеко не все нюансы, которые предусмотрели организаторы акции. Для интереса ребят мы добавили такой игровой элемент. То есть у нас на довольно большой обширной территории разбросаны специальные бутылки, в которые есть листовки с номером, которые отражают какие-то призы. То есть ребята ищут их, клады ищут и должны найти 12 таких бутылок, 12 складов. Это призы. В зависимости от того номера, который там написан, это может быть там портативные зарядки, крутые наушники и так далее. Одной из первых спрятанную бутылку нашла Танзила Калоева. Буквально минут 20-25 мы искали приз. Честно сказать, было не так уж трудно, но искать надо было под этими деревьями огромными, среди кучи мусора. И было очень трудно
чисто заходить вот эти вот деревья вовнутрь. Но мы, честно, смогли и нашли вот 2 бутылочки, к счастью. И тут номера есть. Я не знаю, ее откроют. Вот даже подписали. Спасибо за уборку. А вот Муслиму Кадзоеву повезло меньше. Спрятанное сокровище на его участке нашли другие. Но Муслим не расстраивается. В конце концов, на субботник он пришел не за подарками, а чтобы внести свой вклад в дело охраны чистоты окружающей среды. Это вопрос экологии, потому что в последнее время в нашей республике такие данного вида загрязнения очень распространились. Ребята сегодня внимание не обращают на то, что они кидают там мусор. Им за это отвечать не приходится, поэтому мы исправляем их ошибки и стараемся, чтобы в дальнейшем они этого не делали. Общими усилиями активисты собрали более сотни мешков мусора. Завершился экомарафон, церемония награждения участников акции и республиканских экоактивистов. Занесенный вклад телеведущей Юлии Михалковой вручили медаль, посвященную 250-летию единения Ингушетии и России. Амина Бокова, Магомед Дедигов, Новости 24.